Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования семье офицера Нурмагомеда Гаджи Магомедова, который погиб в военной операции против Украины. Таким образом, Меликов стал первым официальным лицом в России, признавшим гибель военнослужащего. С огромным сожалением воспринял трагическую весть о гибели нашего молодого земляка, офицера российской армии Нурмагомеда Гаджи Магомедова, который с честью исполнил свой служебный долг в ходе спецоперации по защите Донбасса, выражая глубокие соболезнования семье Нурмагомеда, уроженца Кулинского района, отважного сына Дагестана, отметил Сергей Меликов. Погибший офицер является сыном замминистра внутренних дел Ингушетии, дагестанца полковника Энгельса Гаджи Магомедова. Он подорвал себя вместе с окружившими его украинскими военнослужащими. Напомним, что и сам генерал Меликов потерял своего приемного сына во время КТО в Дагестане. Одновременно с этим сообщают о гибели еще нескольких дагестанцев. В соцсетях передаются неподтвержденные данные. Среди погибших вчера в Украине десантников двое лезгина, один агулец, один даргинец. Кроме того, позавчера погиб еще один лакец. В сетях также распространяется видео взятия в плен одного военнослужащего кумыка из селения Султан-Генгиюрт. Для многонационального Дагестана, состоящего из множества маленьких народов, все эти детали и подробности имеют огромное значение. Сообщают также о мужестве дагестанца, который, расстреляв весь свой боекомплект, пошел в атаку с саперной лопатой и успел уложить 5 военнослужащих до своей гибели. Известно, что он выходец из Ахтынского района Дагестана. Напомним еще раз, все эти сведения пока не получили официального подтверждения, и реальные цифры и имена мы узнаем после завершения боевых действий.